В интернете много видел, делают солонцы. И вот примерно вот такое место. Вот осина. Вон осины стоят кругом. Крупные, большие. Свалил или вон уже свалено, там соль туда накидать. И вот тебе соленец. Вот озеро и кругом рябина, рябина и рябина. Самое место для лосей. Вот. И следы их мне тоже есть. Ходят, они бродят. Вот. И вот то место, где можно соленцы сделать. Осина на месте. Все на месте. Было бы желание. Красиво тут. И вот прошел где-то на час времени, или снег здесь вообще не выпадал, или уже растаял, но снега уже здесь нету. Возле избушки там снег стоит, а здесь нету. Может, моментально он растаял, как выпал. Хрен их знает, эту природу. Непроходимые места, конечно, тут. Да и вон, вот прошлогодние следы, лоси тут, этот, как его, ели. Это у нас черемуха, да, черемуху ели. Следы ихние, они грызут так, снизу вверх поднимают там. Короче, так они едят. И вот это тоже рябину он ломают. И кончики рябины они едят. Если удастся, конечно, я засниму новые, свежие следы, если будет. Но это уже старые все прошлогодние. Так, пойдем дальше. Но здесь еще пока мы далеко от тех мест, где глухарь держится. Здесь в основном рябчик, и вон айда чувствует. Да и они здесь, здесь всегда я их вижу. Нам надо еще подняться километра 2 до тех мест, вот, где вот сосны начнут. Ну, вообще, сосняк нам нужен. Сосновый лес. Сосны и елка, чтобы такие вот деревья были, в общем, и покрупнее. Да, еще вспомнил, вот я смотрел про эти соленцы, как они делают, и один раз мужички зимой на буранах приехали, свалили, ну, где-то вот такого размера осину. И они эту осину, ну, скажем, ну, вот от земли где-то примерно метр, ну, 1,20 м спилить. Для лосей это будет, я как думаю, я сам это и не делал, думаю, нормально будет. Они поднялись на буран. Буран еще на снегу сантиметров 70, скажем. Потом дальше буран. С бурана они спилили, вот, что достали сверху. Дерево спилили, свалили. Все, свалили. Потом они как бы в середине дерева они, ну, сделали какую-то, ну, ямку, чтобы туда соль ставить. И вот подумайте, от уровня земли до соли, наверное, 3 метра. Какой лось до туда достанет? Надо, я как думаю, наверное, 1,20 м, чтобы нормально лось мог лизать там эту соль или что он там делает. Если лизуны ставить, а если рассыпную, все равно лучше, но не на столб же ставить, блин. Это дурдом полный. Я на них смотрел, конечно, угорал. Вот по таким лужам приходится идти 2 километра. И на этот год вот я проваливаюсь как бы ниже колена, но это, я считаю, нормой. В прошлом году здесь вообще было непроходимо. И ходил несколько раз тоже, проваливаешься, и для поддержки еще палку в руках держал.
без палки все. Хана. Но в этом году все сухо. И речка еще, везде все сухо. Дождей нету. Наверное, все равно. Как бы он уже сосновый лес. Сосновый лес уже. Все равно сперва будут заморозки, может мороз. На числах 25 октября все растает. Все растает и начнут дожди. Вот такие лужи, короче. На этом идеально хорошем месте. Именно вот для боровой дичи вам как. Кто охотник поймет эту красоту. Сосны, елки. И такое место вот. И вот здесь недалеко. Оказывается, был глухарь. Я шел, как будто слышал, тречнул он как-то звук дал. Но собака чуть дальше была. И между собакой и мной он оказался. И не от собаки он выскочил, а от меня. Я грохотом так, небрежно, короче, я шел. И под ногами еще сучья ломались там, и от меня так поднялся и полетел в сторону юга. Улетел и улетел. Идем дальше. Если от собаки, может, куда-то поближе бы подсела или непонятно что произошло, но сейчас он улетел от меня. И улетел далеко. Даже близко не подсел, звук крылья там. И вот сейчас ветра нету, и слышал, как летел и летел. И летит. Собака хвостом виляет. Сейчас уже поздно. Сейчас уже он далеко. Он чует там. Чувствует, что был боровая дичь. Ладно, идем дальше. Дошел до вырубки. И слышите, какой шорох у меня под ногами. Все тихо. Все уже немножко уже все замерзает. И шум идет. Идем потихоньку. Будем обходить эту вырубку. Обычно возле вырубок тоже боровая держится. В принципе, все красиво, но очень громко. О, какой звук от собаки даже идет. Если от собаки, может, куда-нибудь да и сядут, а если от человека, они улетают далеко. Будем идти, смотреть вокруг вырубки. Собака работает. Там поднялась одна кополуха, дозмер. Вот ее и лает. Сейчас посмотрим, где они. Сейчас ближе подойдем, снимаем. Почти в упор. Подошел я, оказалось там за этими деревьями она сидела там на самом верху и не заметил. Улетел, по вырубке стал лететь, и вот на этих соснах еще один глухарь, оказывается, был. И вместе как-то резко улетели, короче, опять у нас ничего не получилось. Вот здесь, вот за этими деревьями там. За этой сосной на другой сосне сидела. Сидели и улетели. Одна надежда была на эту вырубку. И так и было, что я здесь их встретил. Оказывается, они здесь были. Но ничего страшного. Целый день еще впереди будем искать. Уже, наверное, где-то полдень. Такое место хорошее тоже. Собака что-то нюхает.
Но взлета пока нигде не слышал. Идем, все нюхает. И приближаемся к тому самому месту, где медведя видели. Он уже близок. Вон там уже просвет. Там. Вот в этом месте была встреча наша. Далеко уже, наверное, метров 200 осталось. В принципе, и глухаря тут видели. Ради него и снова мы пришли сюда. Может тут он где-то и живет, этот глухарь. Сейчас еще обойдем ту вырубку, там посмотрим. Жарко, оделся по-теплому, а когда идешь, немножко потеешь. Вот это место. Сейчас мы немножко в стороне, как бы мы встречались вот сосна, под пальцем, вот чуть-чуть левее. Не знаю, видно, наверное, или нет. Но где-то вот там еще метров 30 от этой сосны, чуть дальше было дело. Он на вырубке был, а мы оттуда, как бы с юга заходили на вырубку. И назову я эту вырубку Медвежий угол. Медвежий угол, пускай так и будет, угол медведя. Я сам буду так называть этот уголок. На самом уголке вот этой вырубки и встреча наша была. Он, наверное, где-то все-таки рядом, где-то, наверное, будет здесь. Берлогу себе сделает и перезимует. Там просто место тут отличное именно для него. Вот здесь, ну, юго-восточнее, там я один раз проходил, и даже у меня видео есть. Название, наверное, берлога медведя. Как-то так, наверное, я называл. Это старая берлога уже. Но тоже вот мелкий сосняк там, деревья. И именно в этом месте была самая берлога. Но уже старая, конечно. А новая, не знаю. И, если честно, не хочу знать. Пускай копается, зимует. Нам он не нужен. А мы здесь вот этот угол медвежий. Так, черные вороны, сучки они, блядь. Везде, суки, летают. И вот возле этого уголка здесь мы пройдем. Потом дальше так сделаем кружок. Там вообще идеальные места, в принципе. Места есть. Главное, чтобы дичь была. Вон черные вороны. Если подойдет, выстрелю. Какие предатели они. Если честно, ненавижу их. Где-то летают. Ладно. Пойдем. Находимся на лесопунктовских вырубках. И уже все, непроходимая чаща тут. Вот такие пни высотой 60-50 сантиметров. Тогда спутников не было. И никто никого не наказывал. Вот такие пни. Это все вырубали поверху, как бы по снегу. Не копали там, как положено. И валили. Не дожидаясь там окопщиков снега. Тут даже и старой дороги не видно. Вообще-то старая дорога должна быть какая-то. Все переросло. Будем искать дорогу старую. И там еще будем круг делать по этой дороге. Но там еле-еле уже он виден, как я помню. Пытаемся найти. Как красиво.
Дорогу я так и не нашел пока. Непонятно куда иду. Но места нравятся. И буду еще тут круг делать. Идти нормально. И все видно пока. Что на деревьях, что по земле, если кого-то надо увидеть. Просвет есть. Вот это настоящая лесопунтовская вырубка. По пням даже каждый узнает. Так бы снимал и снимал. И бесконечно каждый метр своего похода. Но нам надо экономить батарейку и гигабайты. Еще у нас несколько дней впереди. Да я тут, если честно, наверное, или там подальше, там, может, там ходил, потому что тот просвет, там, наверное, дорога идет. Я чуть-чуть выше уже поднялся. Сейчас вот туда сходим и по там вот лес идет, стена леса, и возле этой стены будем круг делать. В общем, надо туда, наверное, сходить. Не, собака идет себя спокойно. Видимо, здесь тоже пока тишина, глухарей нету. Обошли мы ту самую от лесопункта еще вырубку. Ни хрена никого не видели. И сейчас уже это как бы не старая вырубка. Еще недавно тут, видимо, рубили. И вот надо перейти до той полосы леса, а там уже вдоль вырубку будем дальше идти. Конечно, трудно тут ходить, тут место сырое, и еще после вырубки там все, везде все, короче, одни коряги, волока. Я не скажу, что вот хреновое место тут и вроде нормально одни сосны и елки. Должны же они быть, но почему-то их нету и не могу понять. Вот тут рубили лесорубы. Волока. Лес вывозили здесь тракторами. Подруби такие. Да, там еще, конечно, нам идти. Не ахти, там дорога. Что там нашла, Айда? А, мышка бегает. Мышка на рожке. Айда. Ширез гоняй, Дана. Они хитрые, и только их только лисы умеют ловить. Пошли. Пойдем. Травы. Мой рост тут 2 метра. На 90 мой рост и почти на полтора метра, наверное, где-то высотой. Трудно, конечно. Бывает и такие места попадаешь, что вообще потеешь там, пока идешь. Недалеко уже осталось, там потом, наверное, более-менее лучше будет. Понимаю, если по такой дороге ходить, нужно и 30 и больше даже. То, блин, попадаются, конечно, там проходили мы. Основной плохой участок сейчас прошли. И тут уже до угла здесь пойдем и налево свернем. И опять круговую возле вырубок.
В общем, так и никого не встречали. Здесь вот с того угла по полосе, там возле вырубки тоже проходили. Ни черта, тишина и взлетов, ни падений. Вообще, короче, нету. Именно что нету боровой. С утра вот только видели пока и все. Вот здесь я никак понять не могу. Вот тут все перетоптано. Ну иди, айда. Вот вокруг дерева кто-то тут крутился, и вот царапины. Царапины вон. Царапины за царапиной. Уйди, айда. Вот. Вот. Это, наверное, все-таки медведь. Раз, два, три, четыре. Вот. Если посмотреть, вот так он делал. Да, это он. Но он где-то, если от земли, высота, наверное, не больше метра. Не больше метра. Вот, царапина. Уйди, да. Фу. Вон как. Вот отчетливо сейчас видно. Хорошо все видно. И вот кору как будто все, дергал он тут. Вот свежая кора. Вот, это Мишка наш. Мишка наш родимый. Это, в принципе, другая вырубка, уже свежая. Не старая еще, но может это другой Мишка. Поменьше. А что он тут делал? Или может хотел залезть туда? Выше там царапин нету. Вон сосна. Ох, могучая сосна. Соснище даже. И в круговую. Вон он, вот как крутился он тут. Вот следы. Я думал, это олень. Да нифига. Это наш Мишка царапает. Вокруг дерева. Так я его не понял, что он тут творил. Ну что-то он отмечал тоже, как бы. Все равно метит там свой участок, наверное. Вот этот вырубку, делянку, наверное, себе арендовал. И вот все пни, все муравейники, это все его владение. Мы здесь, наверное, уже чужие. И, наверное, надо сматываться отсюда. А в других местах не знаю. Вот здесь вот я вот это увидел. Вон там еще больше сосны. Вот еще сосна. Еще могучие. Но тут это уже не то. Это не то. Вон там он, да. Действительно что-то он там делал. Отмечал. Это его. Это его территория. Смотрите, какой лес. Здесь глухарям только сидеть, и брусника, и все есть. Еда есть для них. И место сухое, и сосны вообще. Вон какие могучие. И ветки такие сильные, крепкие. Можно сидеть там, хоть слон туда сядет. Ничто не случится с этими ветками. Вон какие. Красота. В общем, очередной день охоты мой заканчивается. Прошли сегодня километра 20. Туда-сюда, плюс-минус 2 километра. Как мы видим, что мог, показал, ничего не добыли. Идем пустые. Рюкзак тяжелый, не можем тащить из-за того, что он пустой. А раньше как? Бывало по 2-3 штуки глухарей настреляем и идешь, усталости не чувствуешь. А сегодня опять второй день уже, вторая охота. В эту поездку у нас пустой. Еще дальше будем ходить, искать. Сегодня, как мы видели их, но добыть не удалось. Не подпускают близко. Улетают, взлеты и
как взлетел, все, никуда не тормаживает, летит по своему курсу. Где-то полкилометра, наверное, летят, потом сядут, конечно, они тоже. Но завтра, наверное, я думаю, если, ну, посмотрим с утра, какая погода будет. Завтра пойду на Рябчиков. Один день выходной сделаем на охоту глухаря. Так что подписывайтесь, не уходите с канала. Будем дальше охотиться. Есть еще интересные места, есть еще новые идеи, где я уже лет 20 не был. Хочу туда сходить, посмотреть там. Где-то от избушки моей до следующей избушки, куда я хочу подняться пешком, где-то километров 17-20. Так, прикинул вот примерно. Ходил туда зимой на лыжах, поднимался на охоту на лодке. А пешком, вот, чтобы без снега, еще не ходил. И если ничего не поменяется, сходим туда на охоту. Надо все равно уже, как бы, 20 лет прошло, хоть вспомнить, что там было, какие места. В общем, дальше интереснее. Подписывайтесь и ставьте лайки. Лайки нам тоже нужны. Лайка просит лайки. Пока. Вон лебеди. Лебеди, не знаю, видно, нет. Вот, над елкой. Все, лебеди пошли. Это для меня не очень хороший знак. Я хотел еще в лесу побыть, но смотрю, мороз выгонит меня отсюда. Вон такая стая. Где-то полкилометра на высоте. Не меньше, но штук 30 их есть там. Все, улетели. И вот я уже возле избушки, и здесь снег так и не растаял. Вот где солнце похолодало, еще более-менее снег тает, а снег уже все. И сегодня он облаков вообще нету, наверное, заморозки будут. Я уже возле избушки, чай уже вскипятил. В общем, все. Уже поздняя осень, читай. Кричат лебеди. 12 октября. Утро, конечно, сегодня также великолепное. Тишина. Ветер где-то вдали гудит, но вот здесь в данный момент вообще тишина. И иногда бывает, ветра нету, но все равно деревья сами по себе шатаются. И в данный момент вот деревья вообще стоят, не двигаются, значит полный штиль здесь. Сегодня выхожу на охоту на рябчика. На рябчика буду ходить один. Айда дома остается. Айда в будке сидит там. Он нервничает. Одна остаешься. Все, выходной у тебя сегодня. Да, видишь меня. Регид локта, ветлай локта. Понимаете? Ветлаш, летишь тай локта. В общем, будем ходить по ельнику, по кустарникам, возле рек, озер, вот таких местах, где обычно держится рябчик. А в тайгу, в сосняки, так, попутно, где попадется, зайдем, а в основном будем возле реки сегодня ходить. Все, идем, будем свистеть, манить. Но от уже заморозки, не знаю, будут, нет, подходить на свистки. Но попытку все равно надо сделать. С глухарем не везет, хоть
На рябчика что-нибудь попробуем. На рябчика попробуем сходить на охоту. Из трубы жар идет. Печку затопил с утра и еще не закрывал. Вон там видно, как жар идет вовсю. Все, пошли. Идем на охоту.